Добрый день, уважаемые коллеги, кто к нам присоединился. Я очень рада всех вас видеть в этом новом учебном году. И мы, как обычно, начинаем нашу серию вебинаров для образовательных организаций профессионального обучения, для наших школ, кому это интересно, для вузовского сообщества. В этом году мы проводили весной социологическое исследование «Мониторинг профнамерений выпускников». Помните это исследование? И мы говорили о том, что сделаем таким образом, что попробуем проанализировать, результаты профнамерений и результаты приема. Я всех, конечно же, поздравляю с очередным окончанием приемной кампании. И мы понимаем с вами, что приемная кампания у нас не заканчивается никогда, потому что только она заканчивается, начинается подготовка к новой приемной кампании. Ну и поэтому в этом году мы решили в сентябре провести данный вебинар для того, чтобы озвучить деятельность нашего Центра профессионального образования Коми Республиканского института развития образования именно в части направления по подготовке приемной кампании. И не зря здесь презентация наша называется «Это результаты исследования и стратегия приемных кампаний 2022-2023 года». Мы озвучим те позиции, которые необходимо нам использовать при формировании приемной кампании, при профориентационной работе, и расскажем о том, чем занимается наш центр, чем мы можем вам помочь и в чем можем вам подсказать. Итак, мы знаем с вами, что прежде чем поступить в какое-либо заведение учебное, среднее профессиональное образование, вузу, у нас наши дети определяются с тем, кем они хотят стать. Кем хотят стать, кем хотят работать, как вырастить свой профессиональный рост. И здесь очень важное значение имеет именно деятельность общеобразовательных организаций. Там, где строится основа профориентационной работы, в которой также принимают участие их партнеры. Это учреждение среднего профессионального образования, это вузовское сообщество. Ну и затем, когда наши детки определяются, кем все-таки они хотят стать, и надеюсь, что они определятся вовремя, они уже входят в приемную кампанию, так называемую, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе и поступить на ту профессию, ту специальность, которую он выбрал, которая ему нравится, в которую он влюблен, и выстраивать свой карьерный рост на будущую жизнь. Говоря про наши профориентационные мероприятия, которые вы проводите, мы здесь вам помогаем в основном тремя позициями. Это социологическое исследование, анализ профессиональных намерений выпускников. Это портал справочник абитуриента. Мы в прошлом году его полностью обновили и будем расширять его функционал и возможности, о чем я вам расскажу позднее. Ну и в конце июня-июля провели мы профориентационный форум. Я думаю, данный форум мы еще раз проведем, единственное, со сроками потом обсудим с вами, как удобно, как неудобно, потому что в этом году провели мы 30 июня, 1 июля, не всем было удобно, но здесь можно всегда скорректировать данные сроки и определиться, как нам лучше сделать. Мы всегда работаем на вас, для вас, на наше общее дело, нам всем нужен результат, поэтому здесь всегда можно только работать во взаимодействии и понимать потребности друг друга. Итак, социологическое исследование «Анализ профессиональных намерений выпускников 9-11 классов» проводится он с 2018 года с использованием онлайн-платформы. Все очень удобно, мы готовим эту платформу, ваши детки ее заполняют, мы анализируем, делаем сводный анализ и потом его представляем. Дополнительно сообщаю, что все наши результаты, все отчеты выставляются дополнительно еще на сайте Института развития образования. То есть вы всегда можете посмотреть все результаты, посмотреть справочную информацию и сориентироваться на их результаты. Дополнительно в этом году у нас была сделана справочная информация, которая не публиковалась. Она была сделана специально для организации среднего профессионального образования, для организации высшего образования с целью некого представления результатов, сколько будет детей поступать, заинтересованных поступать на те специальности, на которые объявлены контрольные цифры приема. И результаты были всем разосланы, все посмотрели. Данные результаты использоваться должны, по нашему мнению, в вашей профориентационной работе, чтобы понимать, где еще есть некий провал, для того, чтобы еще больше нужно привлечь абитуриентов, чтобы вы сориентировали свою профориентационную кампанию. Ну и, конечно же, данное социологическое исследование направлено на выявление потребностей наших детей, и в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в процессе профессионального выбора. Причем анкета очень большая, и она дает нам результаты по различным направлениям и дает статистические данные, вот вы видите, по профессиональным предпочтениям, по мотивам выбора профессии,
по устойчивости профессиональных намерений, по путям получения, по факторам, затрудняющим выбор профессии, по профориентационным мероприятиям, о чем мы сегодня говорим, и в том числе по состоянию здоровья обучающихся. Все эти результаты, как я сказала, у нас публикуются. Но давайте предварительно вспомним несколько слайдов, которые у нас были в прошлом мониторинге, для того, чтобы понять, для чего мы это делаем. Итак, количество респондентов у нас очень большое. Мы видим с вами, что охват у нас идет фактически 82% девятиклассников, это в прошлом году было, ну, в прошлом исследовании, да, если мы говорим. И я думаю, что в этом году мы больше охватим, больше проведем исследований для того, чтобы были результаты более детальными же. Среди 11-классников у нас здесь поменьше, это 64%. Но мы понимаем, что 11-классники, как правило, уже те дети, которые приходят в 10 класс, они уже фактически определяются с профессией. Но и среди них есть те, которые еще не определились. И это как раз тот пул наших детей, тех будущих абитуриентов, с которыми надо работать и помогать им определиться с будущей профессиональной деятельностью. При этом из числа тех, кто был опрошен, мы с вами видим, да, среди девятиклассников на момент апреля месяца не определились с будущим профессиональным выбором 39%. Это очень большой процент детей, которые не понимают, чем они в дальнейшем будут заниматься. И как раз это те дети, с которыми надо прорабатывать, может быть, даже индивидуально по вопросам их профессионального будущего. Среди 11-классников тоже удивительно, да? Я еще раз говорю о том, что это числа опрошенных, да? Тоже 30% фактически не определились к апрелю месяцу, куда они хотят поступать, чем они хотят заниматься. Для нас это небольшой звоночек о том, что профориентационная деятельность должна быть несколько, наверное, расширена. И, может быть, выбраны какие-то иные методы взаимодействия с детьми, с привлечением, может быть, работодателей, может быть, проведением каких-то мастер-классов, чтобы они могли понять, кем они хотят стать и куда им дальше двигаться. Ну и по намерениям выпускников мы видим с вами, да, с 2016 года у нас все ниже и ниже процент планирующих поступления в СПО. Мы результаты этого года еще не проанализировали, так как приемная кампания в некоторых учреждениях она еще продолжается до ноября месяца. Вот. Но при проведении мониторинга в этом году профнамерений мы, надеюсь, уже увидим здесь результаты и приемной кампании, может быть, какой-то раздел в отчете включим. Ну и планировать поступление в вузы тоже у нас уменьшается процентовка, мы с вами видим. Поэтому как будет происходить ситуация в этом году, мы пока не знаем, но будем надеяться, что цифры будут, наоборот, расти там, где это необходимо. Ну и география поступления мы с вами видим, да, что даже в средней профессиональной образовательной организации есть часть детей, которые собираются уезжать из республики. Это очень интересно, потому что в республике у нас реализуются все перспективные направления и профессии подготовки фактически. У нас большая и хорошая материально-техническая база. Да? И здесь, наверное, нашим профессиональным образовательным организациям нужно обратить внимание на это исследование обязательно, потому что здесь будет понимание, в каком районе, где какие специальности ближе всего к выбору нашими школьниками, будущими абитуриентами. Ну и говоря о потребности в профориентационной работе, мы с вами видим, да, что даже в прошлом году учебном, мы видим, что потребность в них есть. Это групповая профориентационная работа, экскурсии в учебные заведения, экскурсии на предприятия, индивидуальные консультации, мастер-классы по профессии, встречи с представителями профессий. В прошлом году мы с вами уже говорили о том, что у нас была эпидемия ковид, она несколько помешала очным встречам, различным мастер-классам, всем остальным. Но сейчас мы в такой ситуации, что как раз мы можем встречаться, можем видеться, можем организовывать различные встречи. Поэтому здесь, я думаю, что у нас как раз большое поле для деятельности, чтобы проводить данные мероприятия. Ну и сформированность планов обучающихся, мы с вами уже знаем этот результат. Уменьшилось количество выпускников, которые планируют продолжение обучения в 10 классе, пойти учиться в СПО по сравнению с 2021 годом. Большинство выпускников 11-классников планируют продолжить обучение в высшем образовании, но это понятно, потому что, как правило, в 10-11 класс все-таки идут для того, чтобы продолжить обучение в вузе. Ну и мы видим, что в прошлом учебном году значительно увеличилось количество тех, кто не определились с дальнейшими планами. И вот наша задача в этом году проработать этот учебный год так, чтобы уже не то что к апрелю, к маю, но, наверное, уже где-нибудь к февралю они уже понимали, куда они хотят пойти, чем они хотят заниматься. И, может быть, направить их в те учебные заведения, в которые они могут поступить, в том числе в рамках контрольных цифр приема.
Ну и профессиональный выбор выпускников. Мы здесь говорим об основных выводах профессиональных намерений. Мы видим то, что 35% не сделали свой профвыбор, о чем я только что сказала. Оставляется, на первом месте оставалось здравоохранение, укрепление идет лидерских позиций IT-сферы, мы это видим. И, к сожалению, да, была такая история, что наши дети не идут в те специальности, которые востребованы именно на территории Республики Коми. Это лесное хозяйство, это сельское хозяйство, хотя, смотря на данный момент, у нас лесное хозяйство развивается, сельское хозяйство развивается. Мне кажется, здесь есть много перспектив, есть много возможностей для будущей деятельности, будущей предпринимательской, может быть, даже деятельности, для того, чтобы была видна их экономическая привлекательность. Поэтому здесь деятельность наших профессиональных образовательных организаций должна быть обязательно включена в ваши планы профориентационной работы, для того, чтобы наши дети понимали, где они могут обучиться данным видом деятельности и где они могут получить эти профессии. Ну и вот результаты исследования, да, мы говорили о том, что мы представляли справочную информацию, это примерный прогноз конкурса в рамках контроля цифроприема. Я, как всегда, в наших вебинарах никогда не показываю результаты в рамках того, что указываю кто, где, чего, да, я просто показываю то, что есть определенные результаты, есть определенные как бы сравнительные варианты, для того, чтобы вы понимали, для чего мы делаем данный мониторинг, для чего мы можем использовать результаты статистические. Мы вот с вами видим, да, что в одном колледже, например, информационной системы и программирования, да, специальность, мы изначально говорили, что прогноз конкурса будет маленький. Мы об этом говорили, и, в принципе, мы сейчас уже вот данные на 1 сентября здесь представлены. Контрольные цифры приема закрыты всего лишь на 42%. Мастер по ремонту, обслуживанию автомобилей, да, строительство, эксплуатация зданий, сооружений, геология. Вот смотрите, все, что мы делаем для вас, для того, чтобы вы могли посмотреть, а что же будет происходить и примерно спрогнозировать, какие специальности будут востребованы. И ведь мы с вами видим, что есть очень много детей, которые не определились со своим профессиональным будущим. И это наш как раз тот задел, который может закрыть те цифры приема, которые выделяются нам бюджетом республики, федеральным бюджетом. То есть здесь нужно работать именно с детьми, чтобы понимать, куда мы идем, к чему мы идем. Ну и самое главное, чтобы они были довольны своей будущей профессией. Ведь приходя на работу, которую не любишь, результата не будет. Поэтому здесь перед нами стоит с вами большая задача по планированию профориентационной работы, по выстраиванию этого плана, а мы вам всем этом поможем. Ну и говоря про проведение социологического исследования, в этом году, проанализировав все, что у нас получилось, мы предложили нашему руководству все-таки провести анализ профнамерений выпускников в октябре-ноябре 2022 года. Для чего мы это делаем? Чтобы уже на этапе, когда 11-классники выбирают ЕГЭ, на этапе, когда кто-то выбирает профессию и смотрит на результаты приема этого года, уже смог выбрать свою профессию. И для этого в октябре-ноябре мы проведем этот социологический опрос. К концу ноября мы сделаем аналитический отчет и обязательно его опубликуем, обязательно проведем вебинар и всем направим те данные, которые у нас будут. Для того, чтобы вы смогли скорректировать свои планы профориентационной работы, могли увидеть те позиции, которые сильны у вас, и те, на которые нужно обратить особенное внимание. В том числе мы все это делаем в разрезе муниципальных образований, вы это все увидите. Это будет замечательно для нас и для вас, чтобы наши дети не остались не у руля, они были заняты, пусть не трудоустроены, но, по крайней мере, обучались и получали свою профессию. Ну и самое главное в этом социологическом исследовании, конечно, направленность на детей. Чтобы дети нам сказали, чего им не хватает, что им нужно и как им помочь. Здесь мы как бы будем активизировать их деятельность и понимать, на что настроить их, что, может быть, провести. Вот в прошлом году вот потребность у нас выявилась, какие профориентационные мероприятия нужно провести. В этом году, может быть, они предложат еще что-то. Они у нас интерактивные, они у нас очень много сидят в интернете, поэтому с ними надо работать и обсуждать все то, что их волнует, куда их направить, чем им помочь. Говоря про ваше методическое сопровождение, я обращаю внимание, в прошлом году к лету у нас заработал и обновлен справочник абитуриентов. Наш справочник абитуриент КРИРУ. Здесь у каждого образовательной организации, среднепрофессионального высшего образования, есть личный кабинет, в котором они могут постоянно актуализировать свою информацию.
Здесь мы выставляем всю информацию для абитуриента актуальную. Это какие курсы где проходят, на что обратить внимание, психологическая поддержка, чего можно бояться, чего не нужно бояться. И здесь я вас прошу, да, использовать данный справочник в своей деятельности, и мы всегда будем рады тому, что вы будете нам давать обратную связь, чего вам не хватает, что бы вы хотели, чтобы вы здесь еще увидеть. Поэтому справочник абитуриента у нас в актуальном состоянии работает круглогодично теперь. То есть как только контрольные цифры приема будут распределены нашими образовательными организациями, они, соответственно, здесь все обновят. Ну и мы в прошлом году уже анонсировали, что у нас будет здесь календарь событий. А на данный момент ведется работа через личный кабинет образовательной организации. Они могут здесь в календарь событий заполнять те мероприятия, которые касаются будущего профессионального выбора по датам, по дням, по месту проведения, где и что происходит, для того, чтобы привлекать наших детей для участия в этих мероприятиях. И наши выпускники 9, 11 классов, да и, может быть, те, которые заранее задумаются о будущей профессии, мы должны их привлечь к этому календарю событий, к этому порталу справочника абитуриента. Я надеюсь, что он у нас заживет полноценной жизнью не только для нас с вами, как информационный портал, а как рабочий инструмент для каждого нашего студента, обучающегося и выпускника школы. Ну и говоря про справочник абитуриента, мы здесь уже летом опробировали то, что я вам сказала, профориентационный форум. Мы будем далее использовать этот портал для того, чтобы проводить различные онлайн-встречи. Поэтому ваши предложения любые принимаются. Может быть, сделать какой-то график встреч без галстуков с вашими организациями, для обсуждения каких-то вопросов психологической готовности к выбору профессии. Поэтому, коллеги, мы всегда будем рады любым предложениям и всегда будем рады вам помочь все сделать. Ну, в принципе, у меня для информации все. Как обычно, мы в конце даем наши контактные данные. Вы всегда можете нам позвонить. Подключайтесь к нашей сети Telegram для того, чтобы вы всегда в курсе всех событий и нашей деятельности. Были рады вас видеть. Всего хорошего.